Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в Вильгарте на полях, и здесь мы строим одноэтажный дом из бруса. Красивый одноэтажный дом. И давайте пройдем в дом, покажу вам планировку, ну и сам процесс строительства. Заходим, и у нас при входе будет веранда, котельная, дальше коридор, 2 спальни, кухня-гостиная. Пойдемте покажу. Вот мы зашли, у нас здесь небольшая тамбурная зона. Она нужна, чтобы теплый воздух при открывании наружные двери не выходил и дом не охлаждался. Ну и был такой мягкий температурный переход. Здесь у нас просторная веранда. Тоже можно использовать ее. Ну, кайф, наслаждаться красотой своего сада. Про стены, про красоту, про мощные наши конструкции попозже. Сзади котельное помещение. Тоже просторное. Обратите внимание. Тоже под газовую котельную все уже подготовлено. С оконным проемом и нужной площади, чтобы регистрация пошла успешно. Класс! Она вместительная, посмотрите какая. Проходим в дом. Здесь небольшой холл. Здесь пойдет каркасная перегородка и просторный санузел. С этой стороны у нас солнечная кухня-гостиная и 2 уютных спальни. Давайте сначала спаленки посмотрим. Уютная просторная спальня. И такие 2, что одна, что вторая. И пройдем напротив. Покажу гостиную. Шик-шик-шик. Обращайте внимание на высоту потолков. Здесь высота потолков 2,85. Воздушно весьма. Обратите внимание на окна и проемы дверные. Окно здесь легче посмотреть. Окна большие во всем доме. Дом будет такой светлый, солнечный. Плюс большие окна очень сильно улучшают фасад дома. Делают дом такой внешне богаче. Тоже важно отметить. К стенам. Стены мы строгали. Видно, что они строганные, красивые. Есть такой законченный эстетический такой вид, законченный вид. Красиво сострогали, делали декоративные фаски. И нашим клиентам не придется в ближайшее время делать внутреннюю отделку. Можно, есть куда деньги потратить, можно устанавливать окна, двери, проводить коммуникации и уже так в доме жить. Слегка для себя шлифануть, убрать там какие-то остаточные неровности, смолы, которые будут выделяться в древесине в процессе. Это все удаляется и все под покраску. Класс. Но в целом все уже готово. Мы уже все подготовили. Круто. Про конструкции расскажу, потому что сейчас еще идет стадия строительства. У нас дом на мощном железобетонном фундаменте. Мощь и надежность. Вот ЖБ фундамент мощный. Потом идет оголовник, рубероидка, гидроизоляция и 2 мощных бруса 150 на 200 и 150 на 200. Почему мощные применяем? Видите, он на себя массу дома принимает. Следовательно, должны быть мощными. Они приняли и распределили на сваи. Плюс половые балки упираются, видите, на него. Следовательно, он не должен прогибаться. Это тоже очень важный момент. Многие компании делают брус маленького сечения, вот такой стеновой. Не буду обсуждать этот момент. Второй тоже мощный, чтобы впилить вот такие высокие половые балки. 20 сантиметров высота. Вот посмотрите. Видите, какая большая высота? Это вот толщина утепления будет в вашем доме. Минимум можно так сделать. Ноги будут в тепле. Дальше уже идет стеновой классический брус 150 на 150. Первый, второй сорт, преимущественно сосна. Строганный, красивый брус. Классно. Природный материал. Есть эстетика, природность, естественность. Чего в нашей жизни уже не хватает, потому что все какое-то пластмассовое, а здесь настоящее, натуральное, природное, экологичное. Вот так. Пойдемте дальше любоваться домом. Также обращу внимание про эту декоративную арку, которая разделяет помещение. Она здесь установлена неспроста. Длина стены идет 9 метров со стыковкой, сращиванием пиломатериала. И чтобы ее не выгнуло, ее не повело, обязательно нужны перерубы. Это такие усиления, чтобы стену не выгибало как лук. В квартирах такого нет, но в частных домах на длинных стенах надо. Поведет стену. Надо жесткие элементы. Плюс, обращай внимание на потолок.
половые балки ж куда-то надо упирать. Идет половая балка, сюда опирается. Если она опирается, нужна жесткая основа. Это придает жесткую основу. То есть мы учитываем эти моменты, чтобы как боковые стены не выпирало, так и придаем жесткую основу для половых и потолочных балок. И также добавлю, когда придет время уже до чистового потолка, а здесь будет, скорее всего, натяжной потолок, это тоже является плюсом. Это будет естественное разделение полотен. То есть пойдет одно полотно, не будет никаких там реек, каких-то таких эстетически некрасивых сращиваний. Идет следующее красивое полотно. То есть много функций выполняет данное. То есть разделение помещений, придание жесткости конструкциям, ну и монтаж уже декоративного чистового покрытия. То есть, облегчает процесс сращивания полотен. Также обращу внимание, что здесь, в гостиной, сейчас отойду даже максимально, смотрите, здесь 25 квадратных метров. То есть там будет кухня, здесь диванчик, да, и тут большая площадка, чтобы классно проводить время с семьей. Причем с большой семьей даже можно провести. 25 квадратов вполне достаточно, чтобы для кухни и гостиной отдыхать, пребывать. И покажу 2 уютных спальни по 12 квадратов. Еще раз пройдемте. И вот проходим в спальню. Обратите внимание, что здесь 12 квадратных метров. Что здесь можно уместить все. То есть и кровать будет, так, и столик, и навесной телевизор, и большой природный телевизор. То есть все для комфорта. То есть весьма комфортно. Нет ничего чрезмерного, но и нет какой-то такой психологической ужатости. То есть комфортная, уютная спальня. 12 квадратных метров. Здесь примерно. Также прошу обратить внимание на стены. Вот в таком виде мы это сдаем. В дальнейшем, когда проведутся уже основные работы, наши клиенты берут болгарку, могут нас пригласить. Мы вот эти остаточные зашлифовываем места, если это необходимо. Так как дом еще усаживается, то есть есть еще усадка в процессе года, 1,5 лет, это можно доконопачивать, еще раз пробегаться. Она особо сильно туда не войдет, потому что сейчас это под массой зажмет. То есть слегка проконопачиваются еще все швы для себя. Все неровности убираются. Где-то волоски, да, вот эти зазубринки. Это все болгаркой просто срезается практически с 2 проходов. Где-то шпаклюются неровности или сучки. Или вот, например, небольшой смоляной карман. Вычищается, шпаклюется, уже готовится под покраску и красится. Этим мы на самом деле занимаемся. У нас вот есть профессиональные штукатуры, маляры по дереву. То есть мы вторым этапом, когда выполняем отделочные работы, то есть уже на опыте, это все делаем до идеала, что стены смотрятся вообще ровно-ровно и очень красиво. Вот сейчас работали с клееным брусом. Там, конечно, очень-очень эстетически красиво мы все сделали, очень. Клиенту нравится, очень красиво. Кто-то грим наносит на лицо человека, а мы грим наносим на дерево. То есть убираем. Вот посмотрите сюда, вот есть небольшие смоляные карманчики, например. Это природа, это дерево, это экстракты, вещества, которые наоборот благоприятно влияют. Но хотите, можем немножко соскоблить, убрать, взять шпаклевку, зашпаклевать, выровнять абсолютно в идеал. И все, и дальше краситься, вы даже этого не увидите, что что-то вообще было. Как-то так. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом уже вашей мечты, смело обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите, с радостью проконсультируемся, расскажем все, покажем, посчитаем, предоставим. Сделаем вам предварительный расчет. Вы получите много полезной информации, и приценитесь. Будем рады и вам построить дом вашей мечты. Вашей уже мечты. До встречи на консультации. Пока-пока.